Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. В Крыму по подозрению в организации массовых беспорядков арестован один из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа. 3 бывших госсекретаря США об угрозах национальной безопасности. Нашлась ли дочь Путина? Журналист Олег Кашин считает, что да. Сергей, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Кто контролирует ключевые позиции на Донбассе? В течение дня приходила противоречивая информация. За Дебальцево идут бои. Углегорск за украинской армией, сообщили нашей программе в Совете национальной безопасности и обороны. Глава непризнанной ДНР Захарченко говорит о другом. Призвал, как он сказал, попавших в котел под Дебальцево украинских военных сложить оружие и уйти. Цитата: «Сдавайтесь и будете жить». Другие известия с востока Украины прямо сейчас у нашего корреспондента Шахиды Якуб. Всю ночь район Донецка, который ближе находится к аэропорту, продолжали обстреливать. Обстреливали гранатометами, даже в какой-то момент ураганы слышались. Утром прекратился обстрел, а потом ближе к обеду начался снова. Обстрелам подвергаются те же самые районы, опять-таки близ аэропорта. Как мне сказали мои источники в районе Пески, туда стягиваются дополнительные формирования правого сектора и того же самого Днепра с украинской стороны. Со стороны сепаратистов также были стянуты дополнительный контингент войск. Вчера, опять-таки, наблюдалось со стороны Луганской области в Донецк шло огромное количество бронетехники. То, что я видела сама, это были ураганы, смерчи, огромное количество танков. Некоторые танки, кстати, с российскими номерами. Как мне сказали, все это направлялось в сторону Дебальцева и в сторону Песок. В Донецкой области всего 3 пункта выдачи пропусков для пересечения границы зоны АТО «Мирная территория Украины». У пунктов длинные очереди из местного населения. Командировка нашего корреспондента на Донбасс продолжается. Очереди на блокпосте Донецк-Курахово выстраиваются с раннего утра. У вас какая очередь? 280. А это во сколько с утра надо приходить, чтобы выжить? Ну, сказали в 6. В 6 утра? Да, люди. С 21 января в зоне АТО был введен режим специальных пропусков для проезда в Донецкую область. Или, как мне сказали в штабе СБУ, временно оккупированных территорий. Сделано это было для предотвращения диверсий. Мы все украинцы, мы имеем право передвигаться по своей области хотя бы. Да. Диверсанты тут не будут стоять за пропусками. На блокпосте Курахово гражданское население заполняет документы на пропуск в 10 метрах от военных. На мой вопрос о том, что таким образом угроза диверсии может увеличиться и жертвами диверсии против военных могут стать мирные граждане, начальник блокпоста ответил просто: мишенью являемся не мы, а простые люди. На данный момент в области организовано всего 3 пункта для оформления документов – Великая Новоселка, Мариуполь и Дебальцево. Однако, по словам местных жителей, единственно реально действующим является тот, что Великая Новоселка. По словам пресс-службы областной городской администрации, в течение только 1 месяца нужно будет оформить более 700 тысяч пропусков. Реально это сделать невозможно. Теперь, чтобы поехать проведать в Донецке маму, нужно ее документы взять, нужно доказать, что она действительно является моей мамой, потому что, извините, в возрасте у меня фамилия другая. Вот доказать, что она моя мама, что она там проживает, что у нее там имущество, и она там находится, а потом только мне, может быть, выдадут. На более 500 000 заявок в штабе только 4-5 человек, которые ими занимаются. Давать интервью офицеры отказались, но попросили рассказать о том, что им не хватает персонала, и чтобы их услышали соответствующие структуры в Киеве. На мой вопрос, сколько заявок им удастся рассмотреть в день, ребята честно признались – от 200 до 400. И обещанный срок рассмотрения 10 дней просто невозможен. А тем временем в очередь застряли мирные жители, у которых родственники по ту или другую сторону конфликта. Гуманитарная помощь, которую везут водители и которым тоже нужен пропуск. А ведь от гуманитарной помощи зависят тысячи жителей Донецка, не получающие ни пенсии, ни соцпособий и находящиеся под постоянным обстрелом с обеих сторон. Шахида Якуб для настоящего времени из Донецка.
Заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа арестовали пока на 3 недели. Недавно прошли обыски в редакции татарского телеканала АТР в Симферополе. И арест, и обыски имеют одну природу. Правоохранители полуострова интересуют события 26 февраля прошлого года и соответствующее видео, когда у здания Верховного Совета Крыма происходили столкновения сторонников и противников присоединения полуострова к России. О ситуации в Крыму Александр Касаткин. В доме арестованного накануне заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза в Бахчисарае с утра 30 января проходит обыск. Ахтема Чийгоза Симферопольский суд накануне арестовал по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, в результате которых погибли 2 человека. Есть 2 человеческие жертвы, это смерти, и телесное повреждение средней степени тяжести, а также в ходе предварительного следствия может быть установлены еще и другие последствия, которые следственно-оперативным путем устанавливаются. По этой статье Ахтему грозит заключение сроком до 10 лет. На архивном видео событий 26 февраля видно, как Ахтем пытается удерживать толпу от противоправных действий. Коллеги Чийгоза считают его задержание политическим давлением и продолжением репрессий, отмечая при этом, что одним из организаторов прошлогоднего февральского митинга был нынешний глава Крыма Сергей Аксенов. Мы связались с адвокатом, направили, после чего связь с ним была прервана. В целом мы оцениваем в Меджлисе ситуацию как продолжение преследования в отношении активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса. Также накануне был арестован член правления общественной организации «Сибат», активист земельных полян протеста Сайдамет Гемеджи. В четверг, 29 января, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Александр Касаткин. Настоящее время. Продолжающую голодовку Надежду Савченко перевезли в изолятор «Матросская тишина» в Москве. Украинскую летчицу и депутата Москва обвиняет в соучастии в убийстве 2 российских журналистов. О причинах перевода в новое СИЗО нам рассказал украинский адвокат Надежды Савченко Виктор Чевгус. В Женском СИЗО, где она была, там нет медицинской части, чтобы ее положить на стационар, обследовать. Насколько я понял, что российские власти тюремные хотят применить принудительное кормление, поскольку уже 50 дней, естественно, что могут наступить необратимые процессы. Они не могут допустить, чтобы она умерла. Отмечу, сама Савченко неоднократно заявляла, что не позволит себя кормить насильно и будет вырывать трубку и воронку. Тем временем в отношении Савченко возбудили новое дело за незаконное пересечение украино-российской границы. Адвокат Виктор Чевгус говорит, что в деле есть материалы, ясно доказывающие его подзащитную незаконное вооруженное формирование взяли в плен именно на украинской территории. Есть видео, где ее допрашивают, причем она захвачена была за 1,5 часа до того, как были убиты журналисты Волошин и Корнелюк. Это подтверждено распечатками телефонных разговоров. Ей давали возможность позвонить сестре, и таким образом было зафиксировано ее местонахождение. И следующая история о том, как многодетная мать оказалась втянута в шпионский скандал. Жительницу города Вязьма Смоленской области Светлану Давыдову ФСБ обвиняет в передаче секретных данных Украине о перемещениях российских военнослужащих ГРУ. Дело было в апреле прошлого года. Мать 7 детей Светлана позвонила в посольство Украины в Москве и сообщила, что воинская часть, которую видно из окон ее квартиры, заметно опустела. Возможно, военные уехали в Украину. В истории много непонятного, ясно только одно. Мать забрали от 2-месячного ребенка. Ее интересы сейчас представляет адвокат по назначению, который в интервью моим коллегам заявил, подзащитная позвонила туда, куда не нужно было звонить, и сказала то, что не нужно было говорить. Продолжит Александр Касаткин. Скажите, существует ли возможность отказаться от назначенного следствием адвоката и какова юридическая процедура этого процесса? Безусловно, юридически это можно сделать. Для этого законными представителями или даже, что предусматривает закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, любым лицом подписывает соглашение в интересах третьего лица. На практике происходит некое препятствование вхождению в дело адвоката, потому что требует так называемый допуск
следователя по делу, который должен письменно отправить в то же самое СИЗО, где содержится лицо. Но мы имеем в виду ситуацию, когда находится под арестом, и прямого контакта с доверителем нет. А без вот этого допуска часто, тюрьмы такие, как Лефортово, адвокатов не допускают. Это «Настоящее время». И далее у нас эфир из США. Михаил Горбачев заявляет о том, что Америка втянула Россию в новую холодную войну. И сейчас вопрос, не перерастет ли она в войну горячую. Как на это заявление реагируют в Вашингтоне? Коллеги, расскажите. Да, Сергей, пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки не согласна с оценкой Михаила Сергеевича о том, что США уже втянули Россию в новую холодную войну. Она пояснила, что, во-первых, США продолжают сотрудничество с Россией по ряду вопросов. Во-вторых, цель политики американской администрации совершенно конкретная – заставить Россию соблюдать условия Минских соглашений. Я видела комментарии, мы не согласны. Мы продолжаем работать с Россией по разным вопросам, от Ирана до ситуации в Сирии. У нас проходят дискуссии по ряду вопросов, даже по поводу напряженности на Ближнем Востоке. Эти контакты продолжаются. Наше намерение заключается в том, чтобы положить конец незаконным действиям в Украине. Вот почему мы продолжаем работать с европейцами. На вопрос, готовят ли США новые санкции против России, Псаки заявила, что, к сожалению, конфликт в Восточной Украине продолжается, поэтому администрация рассматривает различные варианты и считает, в принципе, нынешний курс правильным, хотя санкции не смогли предотвратить продолжение вмешательства России во внутренние дела Украины. О том, как санкции воспринимаются в России, комментарий политолога Джилл Доерти, которая в прошлом возглавляла бюро CNN в Москве. Мне кажется, что уже есть раскол между теми людьми, которые поддерживают Путина, и то, что он делает, Россия делает в Украине, и тем, что происходит с людьми, которые с этим не согласны. И даже семьи. Я слышала, что есть семьи, в которых люди не разговаривают друг с другом. Именно в семье. Это ужасное положение, и это плохо для, конечно, Украины, и это очень плохо для России. Люди в России, люди, которые живут в провинции, мне кажется, что они все-таки поддерживают Путина именно потому, что они думают, что санкции и все экономическое положение – это нападение Запада на Россию, мне кажется. Конечно, люди, которые живут в больших городах, большинство из них или многие из них с этим не согласны. А Москва, Питер и другие города, большие города, люди, которые там живут, они в основном зарабатывают больше, они путешествуют больше, чем люди, которые не очень зажиточные, скажем. И, конечно, они думают в долларах. Понимаете? Я думаю, что они думают в долларах. И экономический кризис оказывает больше влияния на них, потому что именно они пользуются долларами, чтобы путешествовать за границей и так далее, и так далее. И из-за этого, и поэтому, я думаю, что они чувствуют экономический кризис больше, чем люди, которые живут в провинции, которые не пользуются долларами. На этой неделе министр финансов США Джейкоб Лью подписал в Киеве соглашение о предоставлении Украине гарантий под заем в размере $2 миллиардов. Поможет ли это Украине? Комментарий экономиста Сергея Алексашенко. В краткосрочной перспективе, безусловно, да, потому что в краткосрочной перспективе это поможет Украине решить какие-то сиюминутные проблемы 1-2 месяцев. Но если говорить о стратегических, полномасштабных экономических преобразованиях, оздоровлении экономики украинской, нам нужны деньги на порядок больше, я не знаю, 20, 30, 40 миллиардов долларов. Но пока украинские власти не делают ничего такого, на что имело бы смысл эти деньги тратить в качестве поддержки. Поэтому вот это абсолютно краткосрочная мера, и она не имеет стратегического значения никакого. Но мне кажется, что пока никто не видит света в конце тоннеля для украинской экономики, ни украинские власти, ни МВФ, ни американское казначейство, ни президент Путин. Пока украинская экономика, к сожалению, при всей разнице, там примерно происходит то же самое, что и в российской экономике. Отсутствие вектора движения. То есть непонятно, что хочет делать правительство, непонятно, с какой целью оно что-то хочет делать, и собирается ли оно делать что-то вообще. Поэтому свет в конце тоннеля нельзя увидеть, если вы кружитесь на одном месте.
Госсекретарь Джон Керри встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичем. Керри вновь заявил о том, что Соединенные Штаты намерены неукоснительно соблюдать 5-ю статью Устава НАТО, которая, если отступить от языка протокола, формулируется очень просто – один за всех и все за одного. С тех пор, как начался конфликт в Украине, страны Балтии испытывают очевидное беспокойство по поводу возможных действий России. Его и пытается развеять Вашингтон. Позвольте мне заверить вас от имени президента Обамы и Соединенных Штатов со всей ясностью, на которую я сегодня способен, что наши обязательства в рамках 5-й статьи абсолютно тверды. Мы в данный момент прилагаем большие усилия по такого рода заверению и продолжаем делать это. И мы очень благодарны Латвии за готовность увеличить свои оборонные расходы до 2% и выполнить условия НАТО. Она подает убедительный пример всем остальным нашим партнерам по НАТО, и мы крайне признательны за это лидерство. 3 бывших госсекретаря США Генри Киссинджер, Джордж Шульц и Мадлен Олбрайт выступили на заседании Сенатского комитета по делам вооруженных сил, чтобы помочь определиться с приоритетами американской внешней политики в связи с новыми угрозами в мире. Генри Киссинджер, занимавший должность госсекретаря США еще при президенте Ричарде Никсоне в 70-е годы, Джордж Шульц, бывший госсекретарь администрации Рональда Рейгана в 80-е, и Мадлен Олбрайт, назначенная на эту должность Биллом Клинтоном в 90-е, выступили в Сенатском комитете по делам вооруженных сил. Обсуждались самые разные проблемы, от исламского государства до кризиса в Украине. Говоря о ситуации в Украине, Олбрайт сказала, что конфликт между Россией и Украиной дестабилизировал Европу настолько, что такой ситуации не наблюдалось со времен Второй мировой войны. Продолжающаяся агрессия России против Украины коренным образом изменила соотношение сил на континенте с точки зрения безопасности. Впервые со времен Второй мировой войны границы европейских стран меняются в результате применения силы. События последних дней показали, то, что, как посчитали многие, станет замороженным, на самом деле остается раскаленным конфликтом. Говоря об угрозах со стороны боевиков-исламистов, Киссинджер заявил, что борьба за сферы влияния на Ближнем Востоке между государствами и этническими и религиозными группами – это то, что стало причиной появления исламского государства, группировки, которая, по его словам, бросила вызов всем государствам с их границами. Поэтому существование территории, контролируемой террористами, провозгласившими своей целью неспровержение всех существующих институтов, угрожает безопасности, и конфликт с ИГИЛ необходимо рассматривать именно в этом контексте. Бывший госсекретарь Шульц также затронул не только целый ряд международных вопросов и проблем, но и некоторые проблемы, существующие в Северной Америке, в нашем районе, как он сказал. Шульц, в частности, отметил, что причина проблем иммиграционной системы США не всегда следует искать на границах США. Когда не так давно у нас был этот кризис, когда все эти дети пересекали нашу границу, никто из них не был из Мексики. Это лишь подчеркивает тот факт, что беспокоиться надо не о границе, а о том, как помочь им. Почему все так плохо в Сальвадоре, Гондурасе, в Гватемале. Почему родители отправляют своих детей на север в поисках лучшей жизни. Вот на что нам нужно обратить внимание. Все это часть проблемы нелегальной иммиграции. В какой-то момент слушание прервали активисты из Code Pink, которые обвинили Киссинджера в военных преступлениях в связи с его ролью в войне во Вьетнаме и в конфликтах в Южной Америке. На защиту Киссинджера встал Маккейн, и под аплодисменты присутствующих нарушителя спокойствия полиция вывела из зала. Где живут и чем занимаются дочери Владимира Путина? Интересовались наши коллеги в Праге. Сергей? Президент России никогда не распространялся о своей семье, ну а после развода с супругой Людмилой и подавно. Однако российский журналист Олег Кашин уверен, младшая дочь Путина Екатерина, живущая сейчас под псевдонимом, станет одной из ключевых фигур в создании научно-технологической долины МГУ. Разбиралась Екатерина Кочкина. Екатерину и Марию Путину большинство россиян видели только на детских фотографиях. Поэтому статья Олега Кашина, обнаружившего связь между младшей дочерью российского президента и новым проектом МГУ, стала сенсацией. Впрочем, сам Кашин утверждает, что слухи о причастности дочери Путина к расширению университета ходили давно. И только когда РБК подробно описала всю эту схему с новым Московским университетом, где прозвучало имя Катерины Тихоновой, и загадочный такой вот ее, даже не облик, а отсутствие облика, поскольку нет такого человека ни в науке, ни в Гугле, нигде вообще, да, то уже стало возможно об этом говорить. Поэтому как раз не то, что я такой
молодец, я догадался. Я просто знал, где искать и что искать. Портал РБК опубликовал расследование, связанное с масштабным расширением МГУ. В статье упоминался фонд «Иннопрактика», занимающийся подготовкой концепции проекта. Директором фонда значилась та самая Катерина Тихонова, в которой Кашин и признал младшую дочь Владимира Путина. Проект очень большой. Да, то есть вот этот МГУшный проект, он слишком большой, и утаить ее участие там просто было уже невозможно. Все та же Катерина Тихонова является вице-президентом Всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла. Ранее было известно, что этим же видом спорта увлекается и дочь Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Владимир Песков сообщение не опроверг. Сказал лишь, что не знает, кто такая Катерина Тихонова. Олег Кашин считает, что заявление Пескова лишь подтверждает его догадку. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Верховный суд России отклонил иск о ликвидации правозащитной организации «Мемориал». И, тем не менее, 35 некоммерческих структур России по-прежнему находятся в списках иностранных агентов, в том числе и «Мемориал». Мой коллега Александр Касаткин поговорил с членом правления Международного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Александр, каковы перспективы эффективности работы некоммерческих организаций в России и «Мемориала» в частности? Эффективность это, разумеется, снизилась. Всем организациям так или иначе приходится судиться, юристам приходится тратить время на это, но мы продолжаем работать и с теми, кто к нам обращается, продолжаем заниматься своим делом, стараясь минимизировать вот эту сам себя защиту. Александр, у «Мемориала» достаточно широкая сеть по России и, в частности, на Кавказе. Скажите, насколько за последний год было тяжело работать в регионах России и где вы находите наиболее активное противодействие правозащитной деятельности? Многие организации испытывают трудности. Я бы не стал ставить тут «Мемориал» на первое место. Вот в Воронеже, например, постоянные атаки властей на организации, которые живут там, в так называемом Доме прав человека. Им, похоже, сложнее, чем в Москве. Тот же Грозный, извините, сожжение офиса – это очень серьезно. Большие организации, такие как «Агора», Комитет против пыток или «Мемориал», атаки на которые, ну, разумеется, для власти, видимо, более значимы, потому что эти организации больше делают в плане противодействия пыткам, фальсификации уголовных дел и так далее, но и известность у этих организаций больше. А вот те, про кого никого не знают, тех можно легко удушить. Вот совсем недавно в Мурманске, на днях, за 2 дня до заседания по включению одной из организаций в реестр иностранных агентов, на сайте местного суда уже появилось решение по итогам этого заседания. И далее вновь включение из Вашингтона. Гастроли российских артистов, поддерживающих политику Путина, в Америке сопровождают протесты. Наташа. Да, Сергей, в Нью-Йорке на сцене Метрополитен-опера состоялась премьера сезона. Короткие оперы Иоланты Чайковского и «Замок синей бороды» Бартака, которыми дирижировал Валерий Гергиев. Главную партию в Иоланте исполнила оперная дива Анна Нетребко. Премьера привлекла внимание не только любителей искусства, но и политических активистов, которые категорически осуждают Гергиева за поддержку политики Владимира Путина в Украине. Перед театром состоялась акция протеста, на которой побывал наш нью-йоркский корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, здравствуй. Говорят, что у Метрополитен-опера было весело. Пели арии, раздавали российские рубли. Да, Наташа, совершенно верно. Это была достаточно забавная акция, потому что там присутствовала певица, которая была переодета в Анну Нетребко, и музыкант, который был переодет в Олега Царева, того самого Олега Царева, который является лидером парламента непризнанной Новороссии, которому реальная Анна Нетребко и передала 1 миллион рублей на поддержание и восстановление Донецкого театра. Участники акции были в образе и со мной разговаривали в образе, таким образом и давали мне интервью. Давайте послушаем, что они мне сказали и спели. Чего это ночи прохлады, и прохлада мне стали милей. Новороссия
Новороссия теперь будет, и я буду всегда Путина во всем поддерживать, всегда. И рубли буду давать на Донецк. Я посмотрел на оркестр Метрополитен-опера и понял, что им не хватает ударных и балалайк. Должно быть больше, как у нас в Донецке. Так что я хочу дать Метрополитену 1 000 000 рублей, чтобы они купили себе балалайки. Госпожа Нетребко живет совсем недалеко, в одном блоке отсюда, в шикарных апартаментах. Она ведет роскошный образ жизни. Она изображает из себя западного человека, который разделяет западные ценности. Здесь она рассказывает, что она не имеет никакого отношения к политике. Она занимается чистым искусством. И совсем другая история на родине, по крайней мере, в той стране, которую она считает своей родиной. Но вот этот протест был организован несколькими группами. Такой группой, которая называется «Искусство против агрессии», которая объединяет людей творческих профессий в Соединенных Штатах. Также комитетом Украинского конгресса и организацией «Руса ЛГБТ», которая объединяет гей-активистов из России и стран бывшего Советского Союза, которые вот тоже проживают в США. Эти люди, эти активисты не поддерживают политику президента Путина и считают, что творческие люди, артисты тоже должны, с их точки зрения, находиться на правильной стороне баррикад. После того, как закончилось вот это мероприятие рядом с Метрополитен-опера, многие активисты, у которых были билеты, они отправились внутрь, пошли внутрь Метрополитен-оперы, и они устроили там после того, как опера Иоланта закончилась, и артисты вышли на поклон, один из них просочился, проник на сцену и показал там показал и зрителям, и артистам антипутинский плакат. Его сразу же арестовали, но видео поздно вечером активисты засняли все, что произошло на видео, и прислали нам это видео прямо чуть ли не из театра. И вот давайте посмотрим, есть ли у нас это видео или нет у нас этого видео. Ради справедливости следует сказать, что Анна Нетребко говорит, что она не имела никакого понятия о том, кому она передавала 1 000 000 рублей, и кто такой Олег Царев, и что в каком-то смысле ее подставили, что она передавала эти деньги только для того, чтобы поддержать Донецкий театр. И надо сказать, что зрители, которые пришли на эту оперу и разговаривали с Анной, и я с ними разговаривала, они обожают Анну Нетребко и сказали мне, что какими бы ни были ее политические взгляды, они не помешают им наслаждаться тем, как она поет. Вот что они мне сказали. Я считаю, что артисты тоже имеют право говорить то, что они думают, и иметь собственное мнение. Мне кажется, она занимает более нейтральную позицию, и я считаю, она потрясающая певица, и стоит того, чтобы ее послушать. Я вообще ничего об этом не знаю. Спасибо, что рассказали мне. Нетребко поддерживает политику Путина? Это важно знать. Наташа, ну вот таким образом в Нью-Йорке можно было не только послушать премьеру оперы Иоланта, но и задаться вопросом, связаны или не связаны искусство и политика, и насколько нужно поддерживать или не поддерживать артистов, которые выражают свои политические взгляды. Спасибо. Наш корреспондент Виктория Купчинецкая из Нью-Йорка. В американской столице завершается ежегодное автошоу. О новых тенденциях автопрома в репортаже Алексея Березина. Судя по разным типам двигателей, представленных на нынешнем Вашингтонском автосалоне, в автоиндустрии все еще нет единого мнения, какая система является оптимальной. По мнению профессора университета Клемсона Зорана Филиппи, победит тот, кто предложит максимальную экономию топлива при минимальной стоимости производства. Новый тренд – уменьшение объема двигателей и их турбирование. Также появляется больше гибридов. И если вы когда-нибудь раздували потухающий костер, то вам знаком принцип работы турбочарджера. Новый 2-литровый двигатель Volvo оснащен сразу 3 турбинами и развивает мощность в 450 лошадиных сил. Передовые идеи зачастую используются и в дорогих автомобилях. Новый гибрид i8 от BMW оборудован 2 двигателями. На переднем приводе электрическим, на заднем бензиновым. Работают они не только раздельно, но и вместе. Еще одна инновация в области двигателей – водородные энергоблоки. Honda представила свой концепт FCV на таких блоках. Дальность поездки на одной заправке 500 километров. Время заправки – 3-5 минут.
Производство планируется запустить в следующем году. Сейчас это просто лаборатория на колесах, но через 5 лет, скорее всего, уже будет массовое производство. На автосалоне также представлены и новые материалы. Новый тренд – комбинация алюминия и стали. В этом плане интересен новый пикап от Форда F-150. Кузовные детали выполнены из алюминиевого сплава, а рама из стали. Кроме этого, на выставке уделено внимание и электрокарам. Большой интерес вызвал Volkswagen со своей популярной моделью Golf в электрическом исполнении. И Golf на одной зарядке может проехать 133 километра. Зарядки большего по размеру семейного внедорожника Soul от Kia хватает на 160 километров. Вашингтонский автосалон 2015 года показал, что новейшие технологии стали применяться не только в дорогих автомобилях, но распространяются и на общедоступные машины. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже в понедельник. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.